Ну, пока коллеги подключаются, давайте я напомню, сегодняшняя тема посвящена проблемам насилия над детьми, да? Вот. И, в принципе, у нас три основных блока для дискуссий. Первый блок, это, собственно, будет посвящено обзору ситуации вот, по семейному насилию, обзор ситуации по законодательству. Да? Потом второй блок – это, собственно, те проблемы, которые были выявлены в период пандемии, правовые последствия, защита прав детей. И третий большой блок – это отношения религии, религиозных организаций, что вообще говорится в священных книгах о насилии над детьми. И потом у нас общая дискуссия. И сейчас, наверное, слово вам, да, Пери? Да, спасибо большое, уважаемые участники. Спасибо за ваше время и за вашу возможность присоединиться. Как вы знаете, в рамках проекта реагирования на COVID с участием религиозных сообществ мы проводим эти семинары, вебинары для широкого доступа. Это все транслируется в Facebook, также делится среди наших. И, как мы уже все знаем, в связи с пандемией вырос уровень домашнего насилия, да, в том числе и над детьми. И во время сегодняшнего вебинара мы бы хотели обсудить вместе с экспертами, вместе с религиозными лидерами о вопросах профилактики семейного насилия в отношении детей. Также наши эксперты расскажут, какие существуют защитные механизмы, да, то есть законы, которые защищают права детей. Это очень важно знать в наше время. И хотелось бы также сказать, что для перевода у нас есть, получается, показаны доступные субтитры, которые вы сможете видеть в данное время. Вот. И для удобства, и для понимания. На кыргызском языке будет перевод, также с русского на кыргызский и с кыргызского на русский. Спасибо вам большое. Спасибо вам, спасибо вам. И мы, наверное, ждем Джунуса Мурзалиева, да, главного специалиста ККДР. Или он у нас на связи? Он чуть-чуть подключится позже, где-то около 10 минут. Но мы можем начать тему, да, знакомство и тему. Да, конечно, конечно. И давайте сразу перейдем вот к первому блоку обсуждений. Я напомню, что у нас три блока обсуждений. Третий блок – это, в принципе, как в религиозных организациях относятся к проблемам насилия над детьми. Второй блок – это, собственно, те проблемы, которые были выявлены во время пандемии. И первый блок сейчас, слово мы передаем госпоже Айгерим Токтагуловой. И вот она как раз-таки нам расскажет, проведет короткий обзор ситуации по семейному насилию и по законодательству. Айгерим, вам слово. И, коллеги, я просто просил бы напомнить, учитывая, что у нас такое краткое время, пожалуйста, вот у нас есть вот по 15 минут, да, на первый доклад. Просьба выдерживать регламент. Спасибо. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Мы, как и отметили, продолжаем наши семинары о семейном насилии. И я бы хотела сегодня рассказать немного общую ситуацию, краткий обзор, что происходит вообще в целом в Кыргызстане и какие законодательства есть для защиты от семейного насилия. Семейное насилие, или как его иногда тоже называют домашнее насилие, потому что специфика, да, насилия происходит дома. Закон вообще определяет его как любое умышленное действие одного члена в семье в отношении другого. Если это действие ущемляет законные права, свободу члена семьи, причиняет ему физические или психологические страдания и наносит моральный вред, либо содержит угрозу физическому или личностному развитию несовершеннолетнего члена семьи. Да? Мы вот сегодня будем говорить тоже о детях. Обычно семейное насилие происходит в браке, в сожительстве, также может включать насилие в отношении детей, родителей или пожилых людей. Когда говорят о формах насилия, вообще, когда говорят о насилии, мы часто вспоминаем только физическое насилие. Его определяют, в частности, физическим насилием. Но важно понимать, что насилие имеет разные формы проявления.
Основные виды домашнего насилия, да, это физическое, это причинение физического вреда, боли, травмы, физических страданий или телесных повреждений. Есть также сексуальное насилие, это насильственные действия, при которых человека силой или угрозой, или обманом принуждают, вопреки его желанию, к какой-либо форме сексуальных отношений. Есть также психологическое и эмоциональное насилие. Определение этого насилия очень сложное, так как немногие считают его семейным, вообще формой насилия, но его надо учесть, и оно часто происходит в домашних условиях. Это модель поведения, при которой человек угрожает, запугивает, дегуманизирует или систематически подрывает самооценку другого человека. Эмоциональное насилие включает в себя угрозы, изоляцию, публичное унижение, постоянную критику, постоянное личное обесценивание. Также есть экономическое насилие, это контроль и ограничивание доступа к ресурсам, да, одного из членов семьи или один член семьи ограничивает доступ для других. Это материальное давление, которое может проявляться в запрете работать или обучаться, лишении финансовой поддержки, в полном контроле над расходами. Также и в некоторых странах зарегистрированные насильственные действия – это с недоеданием матерей и детей, когда им отказывают в еде. Если говорить о фактах семейного насилия, то это не только происходит в Кыргызстане. Семейное насилие оно происходит по всему миру, в различных культурах и затрагивает людей всех экономических статусов. В большинстве правовых систем по всему миру с насилием в семье начали заниматься только с 90-х годов. Это в большинстве правовых систем. Где-то это было раньше, где-то это было позже. Домашнее насилие является одним из самых недооцененных преступлений в мире, так как домашнее насилие считается во многих странах это сугубо личным делом, и что государство или другие органы не имеют права вмешиваться. Но это ошибочное мнение. И сейчас в большинстве законодательных и правовых системах семейное насилие, оно описывается как преступление. Также семейное насилие семейному насилию характерна очень высокая латентность, так как его жертвы могут быть и мужчины, и женщины, очень часто не обращаются в правоохранительные органы. Это все остается за закрытыми дверями. Семейное насилие часто происходит из-за того, что обидчик считает, что насилие является правом, допустимым или оправданным, или жертвы вряд ли будут сообщать о насилии. Это может также безнаказанность может привести к циклу семейного насилия между детьми и другими членами семьи, которые могут почувствовать, что это приемлемо, оправдано, что это ненаказуемо. Так, если говорить о статистике, статистика по Кыргызстану, вообще в Кыргызстане зарегистрировано уголовных дел вследствие семейного насилия. Это источник МВД. В 2018 году было 369 фактов семейного насилия, а уже в 2019 649. Это связывает с тем, что в 2019 году уже как бы были какие-то карантинные меры, и в связи с этим тоже выросло число семейного насилия, и уже в 2020 году зарегистрировано на 60% больше фактов семейного насилия, больше случаев семейного насилия. Если говорить также о статистике, число пострадавших от семейного насилия, то мы видим, что мужчин 500, допустим, в 2018 году 559 мужчин и 6562 женщин. И можем говорить, что и здесь тоже выдано охранных ордеров в Кыргызстане. В 2018 году 7114, в 2019 году 5355.
свыше 95 пострадавших по статистике составляют женщины от семейного насилия. И с 2011 по 2015 год ежедневно от 8 до 12 тысяч выездов на случаи семейного насилия происходят. И немногие из них, и если мы видим по статистике, то немногие из них регистрируются и уже доходят до суда. И лица, признанные судами виновными в совершении уже семейного насилия по степени родства с пострадавшими, то мы видим, что муж – это 1225, жена 32 раза, было 32 раза обвинены судами в семейном насилии. Отец 49 раз, мать 11 раз, сын 252 раза, дочь 4 раза, другие родственники 272 раза. И посмотрев на эту статистику и вообще в целом по миру жертвами домашнего насилия в подавляющем большинстве случаев являются женщины. Именно женщины, как правило, испытывают на себе более серьезные формы семейного насилия. И в фонде Организации Объединенных Наций в области народонаселения считают, что насилие в отношении женщин и девочек – это одно из распространенных нарушений прав человека. И есть такая статистика, что каждая третья женщина подвергалась физическому или сексуальному насилию в своей жизни. Также исследования установили, что есть прямая корреляция между уровнем гендерного равенства в стране и уровнем насилия в семье, где стран с меньшим уровнем гендерного равенства испытывают более высокий уровень насилия в семье. Если в стране высока дискриминация, то и по гендерному и не соблюдаются гендерные законодательства по гендерному равенству, то и есть вероятность повышения семейного насилия. Также очень важно отметить цикл семейного насилия, так как существует тесная связь между домашним насилием и жестоким обращением с детьми, поскольку насилие является типом поведения в семье, и такие инциденты могут усиливать в степени тяжести и частоте и увеличивают вероятность того, что сами дети станут жертвами. Так говорится, что дети, которые видели семейное насилие и видели, что оно безнаказанно, и оно продолжается, и цикл насилия он продолжается, дети обычно проецируют данную модель уже в своей семье. Когда они становятся взрослыми, тоже применяют насилие против своих родственников. Люди, которые наблюдают за тем, что их родственники оскорбляют друг друга или сами подвергаются насилию, могут включать насилие в свое поведение и в отношениях, которые они устанавливают, когда уже повзрослеют. Общим аспектом среди насильников является то, что они были свидетелями жестокого обращения в детстве. Иными словами, они были участниками цепочки циклов домашнего насилия между поколениями. Дети, и это подтверждает статистика, и что дети, в большинстве случаев дети, которые видели дома домашнее насилие, они склонны к насилию, так как они, или дети жертвы семейного насилия тоже склонны к тому, что они будут продолжать цикл семейного насилия уже у себя, уже у себя в новой построенной семье. Также исторически сложилось, что дети практически не были защищены от насилия со стороны своих родителей. Во многих частях мира это до сих пор так. Во многих странах телесные наказания их родителями остаются законными в большинстве странах. Во многих странах телесные наказания не являются преступлением. Телесные наказания в отношении детей. Это является в некоторых культурах это является обычным проявлением родительского воспитания. Телесные наказания на данный момент телесные наказания родителями запрещены законодательством только в 61 стране мира. Если говорить о законодательстве в Кыргызстане, то в
в сфере охраны и защиты от семейного насилия. Действует закон в Кыргызской Республике об охране и защите от семейного насилия, закон Кыргызской Республики об органах внутренних дел, закон Кыргызской Республики об основах социального обслуживания населения в Кыргызской Республике, закон Кыргызской Республики о профилактике правонарушений в Кыргызской Республике и закон Кыргызской Республики о местном самоуправлении. Есть в законе о семейном насилии есть понятие члены семьи, кто является участником семейного насилия, и действие закона распространяется на членов семьи, это состоявших в зарегистрированном браке, состоявших в фактических брачных отношениях, лиц, предоставляющих содержание нетрудоспособному или несовершеннолетнему иждивенцу, непосредственно сам нетрудоспособный или несовершеннолетний иждивенец, родителей супругов, иных родственников, проживающих совместно. Субъекты, осуществляющие охрану и защиту от семейного насилия, это правительство, это суды, прокуратура, органы местного самоуправления, органы внутренних дел, суды Аксакалов, Ахачи-омбудсмен, органы юстиции, органы здравоохранения, органы образования, органы социального развития, уполномоченный орган по защите детей, местные государственные администрации, также СМИ, электронные издания, иные государственные и негосударственные организации в пределах своей компетенции. Также могут могут осуществлять охрану и защиту, также религиозные организации могут участвовать в этом, религиозные организации в своих общинах. В целом, если говорить о семейном насилии, это, как было сказано ранее, это происходит по всему миру, повсеместно, и это очень недооцененный вид насилия, который имеет латентный характер, и также оно происходит, происходит цикл семейного насилия, так как в большинстве случаев оно остается безнаказанным, и оно продолжается. Если семейное насилие было в одном поколении, то дети, которые испытывали семейное насилие или видели семейное насилие, они уже склонны повторять это уже в своих семьях. Спасибо вам большое. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить на них. Спасибо вам, спасибо вам. Благодаря вам у нас осталось, мы сэкономили 2-3 минуты, поэтому мы можем действительно принять 2-3 вопроса от участников. Вот. Ну, я смотрю, здесь просят поделиться материалами. Вы же нам потом вышлите же, да, материалы? Да, я вам вышлю материалы. На алерту, а и, в принципе, потом вот коллеги с алерта перешлют всем участникам. Да? Так, да, наверное, сделаем? Да, так сделаем. Я перешлю все материалы и по статистике тоже. Да, хорошо, всем участникам мы отправим. Да, спасибо вам большое. Ну, я думаю, пока вопросы будут назревать далее, да, предлагаю перейти к докладу Фатимы Якубаевой. Да, то есть на этот раз этот блок вопросов будет посвящен конкретно насилию над детьми. Да, и то, что показала пандемия, понятно, что люди часто сидели, мы были прекрасно свидетелями, как в социальных сетях показывали о том, что и родители, оба родителя, в принципе, ну, скажем так, достаточно жестко обращаются со своими детьми, бьют палками там и так далее. Да. И напомню, что наш соотечественник в Москве получил реальный срок 3 года тюремного заключения за то, что, помните, да, этот видео, когда он металлической палкой заставлял сына своего отжиматься. Да? Вот. То есть это, видите, то, что мы стали всеми свидетелями таких проявлений. И, к сожалению, мы не знаем статистики, которая происходит у нас в Кыргызстане. И вот в этой связи
Фатима, вы же готовы, да, уже? Презентация готова? Да, я готова. У меня статистики за 2020 год нет, поэтому сразу, чтобы Проблем нет у объективно вас. сказать об ожиданиях, да. Если позволите, вот организатор, разрешите мне демонстрацию экрана? Коллеги, кто у нас командует экранами? Спасибо. Так, все есть. Видим. Да. Добрый день, уважаемые участники. Благодарю организаторов за возможность выступить уже в третий раз на вашей платформе. Итак, сегодня моя презентация посвящена насилию, да, то есть права детей и как в данном случае государство и заинтересованные лица обязаны защищать и как это происходит на самом деле. Итак, значит, в первую очередь, когда мы говорим о насилии, мы должны понимать классификацию этого насилия, как в отношении детей, так в отношении женщин, мужчин. То есть здесь очень важно понимать, какая ответственность, поскольку в зависимости от классификации наступает соответствующая ответственность. Она будет либо уголовная, либо человек обойдется штрафом, да, виновное лицо. Если мы говорим о побоях, то это телесные повреждения, это пощечины, удары, например, там, прутиком ветки или что-то такое. Да? То есть это то, что не оставляет значительных следов на кожных покровах, и, соответственно, мы не можем сделать, вот, например, если как судмедэксперт смотреть, то не можем сделать какой-то вывод относительно устойчивости расстройства здоровья. Истязание – это аналогично с побоями, но оно имеет систематический характер. Систематический характер в данном случае подразумевается 2 и более раза. Причинение легкого вреда здоровью. Раньше эта статья была в Уголовном кодексе, но с реформой гуманизации и декриминализации она перекочевала, скажем так, в Кодекс о проступках, и теперь виновное лицо обойдется по вот этой данной статье причинения легкого вреда здоровью только штрафом либо общественными работами. Что значит причинение легкого вреда здоровью? Это то расстройство здоровья, которое продолжается от более 7 дней, но не свыше 21 дня. То есть это вот, например, какая-то драка произошла, еще что-то, да, и остались ссадины, синяки, изменения кожных покровов. И если они продолжаются более 21 дня, ну, как правило, это уже тогда будет тяжкий вред, тогда мы уже не можем считать, что это легкий вред здоровью. Поэтому вот такая есть градация у судмедэкспертов, как они определяют. Далее, причинение менее тяжкого вреда и причинение тяжкого вреда – это уже в данном случае преступление, за них предусмотрена ответственность в виде лишения свободы. И если мы говорим о тяжком вреде, отличие его заключается в том, что вот это вот расстройство здоровья, оно наступает, продолжается более 3 недель. Более 3 недель, и это, например, связано с переломами костей, каких-либо, ну, чаще всего костей, изменение кожных покровов настолько значительное, что оно, например, уже оно обратимо, но оно будет долго очень восстанавливаться. Например, необратимо – это вот неизгладимое обезображивание лица, и оно уже считается причинением тяжкого вреда здоровью, где такими описывающими факторами является это потеря зрения, речи, слуха, какого-либо органа, например, также случается, что во время применения насилия потерпевшая сторона может из-за кровопотери большой и утратить вот эту функциональность каких-либо органов. То есть это, опять-таки, вот эта классификация, она используется судмедэкспертами при проведении метасвидетельствования, затем это заключение направляется следователю для того, чтобы он признал потерпевшую сторону потерпевшей стороной, да, то есть заявительницу или заявителя, и уже проводил следственные мероприятия в соответствии со статьей Уголовного кодекса либо Кодекса о проступках. Так как побои и истязания вот в продолжении предыдущего выступления, что это действительно в нашей культуре и в культуре многих стран складывается практика, что какие-либо такие пощечины, какие-то другие телесные повреждения, они больше носят воспитательный характер, чем причинение насилия. То есть это вот такая определенная установка есть. И важно здесь понимать, что побои и истязания, они предусмотрены как
незаконные действия, и они считаются проступком, за эти действия предусмотрена ответственность в виде штрафа от 30 до 60 тысяч сом. Если же мы говорим об истязании, вот именно систематическом истязании, то если мы это можем доказать, например, систематическое нанесение побоев, применение пыток, угроз, оскорблений и иные насильственные действия, например, лишение сна, пищи, воды, запирание в холодное помещение, порка, связывание. То есть вот это все описано в статье 144 уже Уголовного кодекса, и в данном случае оно считается преступлением с наказанием штрафа 120 тысяч сомов, либо лишение свободы от 2,5 лет. То есть истязание очень сложно доказать, поскольку систематичность должна быть. Да? То есть если один раз был выписан охранный ордер, было пройдено метасвидетельствование, было признана эта сторона потерпевшей, и в следующий раз это произошло, и точно так же, значит, заявительница собрала все доказательства, прошла метасвидетельствование, тогда мы можем клонить к статье истязания. В противном случае это каждый раз будет рассматриваться как новый инцидент. Здесь вот представлен вашему вниманию алгоритм действий жертвы в случае насилия. Да? То есть в первую очередь это, конечно, обратиться с заявлением в милицию. Тут надо понимать, что мы заставить человека не можем. Женщину, которая боится своего супруга, например, агрессора, заставить притащить в стены милиции и сказать: пиши заявление, мы с вами не имеем права. Она должна это сделать добровольно, поскольку возможно, вы знаете о том, что очень высокий процент написания встречных заявлений после вот таких вот обращений. И во многом это объясняется милосердием, добротой, желанием не иметь каких-либо негативных последствий для отца ребенка, еще что-то, да, то есть различные причины. И в том числе это изначально недостаточное вот проявление воли, что я хочу наказать виновника. Поэтому, если мы даем с вами советы относительно обратиться с заявлением в милицию, то мы должны понимать, что это должны быть советы устные, а не какие-то либо вот физически содействовать и писать за человека заявление. Затем, как только вы обратились с заявлением, заявление объяснительную следователь попросит написать. Далее следователь в этот же день должен вам вручить постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Максимум у него 24 часа, чтобы это постановление сдать. Но, в принципе, они выдают его сразу же. Затем надо пройти это метасвидетельствование для того, чтобы, да, метасвидетельствование проводится лицом одного пола, то есть если это женщина, подвергшая насилию, то метасвидетельствование происходит в присутствии, собственно, эксперта того же пола. Если мы говорим о ребенке, то должен присутствовать один из его законных представителей. Метасвидетельствование, заключение, оно составляется в течение 7 дней, и оно направляется обратно к следователю. Прийти самой жертве, забрать это заявление нельзя, это только может сделать следователь сам. И как только он получил это заключение эксперта, где определяется вот эта тяжесть, да, насилия, затем через 10 дней можно обращаться к следователю с ходатайством о признании заявительницы потерпевшей, потому что все до этого, вот это заявление, которое она написала, объяснительное, у процессуального статуса у жертвы нет. И важно, чтобы был правильный процессуальный статус, не просто свидетель, не просто заявитель, а именно статус потерпевшей стороны, поскольку потерпевшая сторона обладает намного большими правами и обязанностями в Уголовно-процессуальном кодексе, чем просто свидетель. Поэтому вот в качестве такого рекомендуемого алгоритма, то это нужно через 10 дней после того, как вы прошли метасвидетельствование, обратиться к следователю с ходатайством о признании жертвы потерпевшей стороной. Итак, конечно, Конституция Кыргызской Республики обязывает государство, социальные службы устанавливать гарантии социальной защиты и обеспечения наилучших интересов ребенка. Есть Кодекс о детях, который также предусматривает, что целями регулирования является защита прав, интересов, свободы детей.
то есть которые находятся в трудной жизненной ситуации. Если мы говорим о детях, которые систематически либо периодически подвергаются насилию, то мы можем сделать вывод, что это трудная жизненная ситуация. Да? И даже есть определение, что такое трудная жизненная ситуация. В целом она говорит о том, что это та ситуация, которая объективно нарушает развитие ребенка, да, то есть она говорит о том, что разные могут быть причины этому, но все равно это не кроме насилия, это может быть бедность, это может быть малообеспеченность, безнадзорность, разные причины, но в целом все это считается трудной жизненной ситуацией, и государство берет на себя обязательство решать эту задачу. Значит, как это происходит, да? То есть в перечне органов, которые осуществляют такую защиту, такую ключевую роль играет исполнительный орган МСУ и его комиссия по социальным вопросам. В этой комиссии состоят немало представителей, и представителей МВД, и представителей райгосадминистрации, и даже некоммерческих организаций. Я о них поговорю чуть позже, скажу позже. В целом важно понимать, что исполнительный орган местного самоуправления, то есть это мэрия и АИЛ КМТ, они по закону, по кодексу о детях, они обладают достаточно широкими полномочиями для того, чтобы решать вопросы детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Они должны осуществлять мероприятия по обеспечению прав и интересов, они должны выявлять таких детей и осуществлять иные полномочия. Какие полномочия? Вот этапы защиты ребенка следующие. Во-первых, они должны выявить этого ребенка, они должны оценить ситуацию с ребенком, да, то есть они должны эту оценку сделать в течение 3 дней после того, как они выявили. Они осуществляют выезд в место, где проживает ребенок, и составляют план индивидуальной работы с семьей. Планируют этот индивидуальный план, принимают его, то есть есть своя процедура его принятия, реализовывают эти мероприятия и дальше мониторят дальнейшую судьбу ребенка. И каков же сам механизм выявления детей, еще раз подробно, да, вот как вы здесь видите на слайде, 4 основных игрока, которые, 3 из которых строго предусмотрены законодательством, то есть это Министерство труда и социального развития, они также в их положениях законодательства, которое регулирует это ведомство, также предусмотрено, что они должны содействовать выявлению детей в трудной жизненной ситуации. В тех нормативных актах, в которых это предусмотрено, указано, что они обязаны сотрудничать. Все они между собой должны сотрудничать, но, к сожалению, это не всегда происходит быстро, поскольку если мы говорим о каком-то насилии, о тяжелой ситуации, обстановке, то важно все это делать очень быстро. Значит, исполнительные органы МСУ, мэрия, райгосадминистрации и вот Центр по защите детей. Не знаю, сталкивались ли вы с таким учреждением, но такие учреждения существуют, их в Кыргызстане всего 4, и пока они показывают очень хорошие результаты того, как они помогают жертвам насилия. Итак, что же они делают? В 2019 году, в августе, я ездила по регионам как раз-таки с задачей провести исследование о этих центрах, что они делают, чем занимаются, кто их учредители, на что живут. Да? Значит, например, в городе Ош есть вот такой многофункциональный центр помощи семьям и детям. У них это юридическая зарегистрированная организация в форме учреждения, у них работает 15 человек, из которых психологи, соцработники, нянечки, директор, разумеется, бухгалтер и юристы, которые занимаются как раз-таки подачей исков в суд, например, о лишении родительских прав, представление интересов детей в правоохранительных органах, то есть, ну, они, точнее, подают документы. То есть и учредителем выступает этой организации именно мэрия города Бишкек. И финансируются они тоже за счет мэрии города Бишкек. Но вот эти все игрушки, ремонт им делают международные организации. Финансирование они получают только на зарплаты. В Джалабаде тоже открылся, получается, 4 сентября 2019 года такой вот центр, он до сих пор действует. Они все открыты в основном в здании школ. Значит, также это муниципальная форма собственности, там работает 18 человек, и вот адрес учредителем также является мэрия города Джалабад. В селе Сукулук также есть такой центр, и они
больше занимаются, да, правовой защитой в том числе, но они еще ставят во главу угла это развитие ребенка, то есть они там каждую неделю проводятся какие-то образовательные мероприятия, кружки, турниры, шахмат. То есть вот вы сейчас видите, что здесь дети играют в шахматы. Вот они находятся по адресу Калинина, 63, и у них два учредителя. Это как Аилук Мету, одного округа Сокулукского и другого округа имени Крупской. То есть там это сделано было для того, чтобы объединить финансирование для поддержки численности людей. Там, правда, мало людей, всего 5 человек, юриста нету, и они для того, чтобы оказывать правовую поддержку, сотрудничают с неправительственными организациями. И в городе Бишкек в 14-й школе, да, на улице Карасаева, 73, в здании средней школы номер 14 находится Центр по защите детей в городе Бишкек. И учредителем их выступает Управление соцразвития мэрии города Бишкек. У каждого из этих центров есть своя, скажем так, история, свои подходы, но в целом они показывают уже, ну, скажем, пока второй год свою эффективность. В городе Бишкек он зарегистрирован уже где-то 5-й или 6-й год. То есть что эти центры могут сделать? Они, во-первых, выявляют детей, которые подвергаются жестокому обращению, насилию. Они предоставляют им психологическую помощь, предоставляют социальную помощь и правовую. Они не имеют права быть каким-то шелтером, то есть нельзя детям там жить, и жертвам насилия тоже там нельзя жить. И это основное отличие этих центров от, например, кризисных центров, где в кризисных центрах можно пребывать какое-то время. И у этих центров достаточно много прав, но они предусмотрены в уставе этих организаций. Они не предусмотрены где-то в законах. В целом есть такая очень общая формулировка в Кодексе о детях и о том, что такие иные организации, да, то есть и вот под иные организации как раз эти центры используют эту формулировку. Значит, центр выступает в таком межведомственном взаимодействии, потому что их учредителями выступают как раз-таки муниципальные органы, и они содействуют выявлению детей. Но они входят в комиссию, которая утверждает вот этот индивидуальный план по защите прав детей и восстановлению его психологического и физического здоровья. Этот план утверждается, но он утверждается все равно райгосадминистрацией. И это на практике выходит очень бюрократичная процедура, потому что нужно, чтобы они все собрались, они все это утвердили, согласовали и представили на утверждение вот Акиму. Центр еще не вправе самостоятельно осуществлять выявление без уведомления территориального подразделения уполномоченного органа. То есть даже если они нашли такого ребенка и начинают оказывать ему психологическую помощь или правовую помощь, они обязательно должны уведомлять об этом территориальный орган. И обязаны они это сделать в течение 2 дней. И как только они проинформировали в течение 2 дней, затем вот Управление соцзащиты, либо другие организации, именно территориальные организации, они обязаны в течение 3 дней осуществить выезд по месту проживания ребенка и сделать обследование, в каких условиях живет этот ребенок, и дальше уже будет решаться вопрос, нуждается ли он в принудительной, например, госпитализации, либо еще что-то. Ну, то есть, опять-таки, ситуации могут быть разные. Бывает, если жертва насилия, изнасилования, еще что-то, то есть здесь вот эти все процедуры не осуществляются именно в такое 2 плюс 3, да, дня. Сразу же ребенка помещают в медицинское учреждение для того, чтобы он проходил госпитализацию. Поэтому в целом я подумала, что рассказать об этих центрах тоже будет уместным. Мы пока не владеем точными данными относительно их активности в период пандемии, но те, кто мог добраться в этот центр, ну вот, добраться к 14-й школе, они получали какое-то консультирование, какую-то поддержку. Но опять-таки проживать там они не имеют права, и чаще это все, вот эта их помощь центров заключается в психологической и правовой поддержке. С этими задачами они вот в 4 городах уже несколько лет справляются. Если мы затронем другую тему, посвященную уже лишению родительских прав как мере защиты интересов ребенка, это также допустимо.
и весьма хорошая мера для того, чтобы долгосрочно разрешить эту ситуацию, потому что, да, можно получить временный охранный ордер, он действует 3 дня, затем его продлить на 30 дней. Но если мы имеем дело с агрессором, который неустойчив в психике, который не может владеть собой, злоупотребляет алкогольными, наркотическими, например, средствами, еще что-то, то, возможно, есть смысл говорить уже о том, чтобы такого родителя лишили прав, и можно было бы беспрепятственно, например, покинуть какую-то местность, где они живут, изменить фамилию, изменить имя, там, даже гражданство ребенку. То есть такое тоже практикуется, и должны быть соответствующие основания. Например, одно из оснований лишения родительских прав является то, что с детьми жестоко обращаются, в том числе совершают на ними психическое и физическое насилие, покушаются на их половую неприкосновенность. Но здесь для того, чтобы обратиться по такому основанию в суд, надо обязательно, значит, иметь уже какой-то приговор, да, приговор либо по побоям, либо по истязанию, либо по причинению легкого вреда здоровью, и только по этим основаниям суд обязан уже, если установить, что все действительно так, обязан лишить родительских прав. Но, как вы видите, есть еще другие основания, у нас в силу регламента я все зачитывать не буду, и у нас это, да, последний вот слайд, что очень важна профилактика в таком деле, да, и профилактика, и помощь, конечно, детям, которые пострадали от насилия и жестокого обращения. И важна очень коллаборация между центрами по защите детей, между муниципальными органами, некоммерческими организациями, активистами, то есть все, кто проявляет небезразличное отношение к этому. И еще, конечно, вот нам, как гражданам сознательным, важно развивать в себе вот это чувство нетерпимости, как там насилие над детьми. Это если вы слышите, что ваши соседи бьют ребенка, то вот опять-таки проявлять эту нетерпимость. То есть разными формами можно это сделать, но вот очень многое начинается с нас самих. На этом моя презентация заканчивается. Спасибо большое за внимание. Если у вас есть вопросы, готова ответить. Спасибо вам большое. Я думаю, конечно же, вопросы будут. Вот, но сейчас хотелось бы вот обратиться к представителям религиозных организаций. Мы посмотрели, как это решается с точки зрения светского государства, законодательства. Да? Вот, уважаемые коллеги, ну, может быть, обратимся к вам, уважаемый протоиерей Алексий, да? Как в православии относятся к таким вопросам, да, вот семейное насилие, ну, в прошлый раз мы об этом немножко говорили, а вот конкретно к вопросу о насилии над детьми, да, вот мы видели, вот есть физическое, психологическое, эмоциональное, побои, истязания и так далее. Здравствуйте. В Священном Писании, конечно, подавляющее большинство призывов о том, чтобы дети были послушны к родителям, вот, почитали, воспринимали их уроки, учения, чтобы вот достойно развиваться. Но есть в Священном Писании и призывы к родителям, и очень много. Это вот одна и та же мысль, которая повторяется она многократно. Например, вот в послании апостола Павла к Ефесянам оно звучит так: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Например, такая же подобная цитата в послании апостола Павла к Колоссянам: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». И вот, конечно, все цитаты зачитать подобных невозможно, потому что эти места, они встречаются. Я посмотрел на ссылки, то есть по смыслу, вот, это минимум еще 20 мест в Священном Писании, одна и та же мысль. То есть понятие православной христианской педагогики, оно очень глубокий вопрос. Ну, если, конечно, вот кратко сегодня сказать, чтобы не сильно не задерживать. Мысль в том, что детей воспитывать необходимо в духе любви божественной. Поэтому унижение достоинства именно это не есть путь правильный. Вот.
есть прекрасное выражение в Священном Писании, что посеешь, то пожнешь. Вот об этом упоминали сегодня, что дети, подвергшиеся насилию от родителей, вот именно вырастают с искаженной психикой, то есть оно вернется, к сожалению, поэтому об этом напоминается. Мы имеем возможность в наше время вот обращаться назад, то есть иметь вековой, тысячелетний опыт, то есть как поступали родители, святые родители, воспитывая своих детей. В первую очередь, конечно, это добрый пример свой личный. Вот. Строгость, конечно, необходимая должна быть. Вот. Есть такое место, что все-таки какой-то страх у детей перед родителями, страх наказания, он, конечно, должен быть, чтобы ребенок, потому что ребенок, он таким образом растет, он проверяет, тестирует мир, естественно, что можно, что нельзя. И страх как сдерживающая составляющая, то есть вести себя вот так, как хочешь, это правильное чувство, ведь мы взрослые люди тоже в какой-то мере и в страхе Божьем живем, потому что страх Божий – это не только боязнь оскорбить любящего Бога, но и не надо забывать, что это страх наказания, страх перед обществом, потому что, нарушая законы и к сегодняшней теме, страх причинить насилие ребенку, то есть ведь за это будет наказание от государства, законное, то есть это тоже должно сдерживать, естественно. Вот. Поэтому страх, он должен быть более высокий, то есть страх духовный, то есть страх нарушения Божьих заповедей. Поэтому ни в коем случае не должно быть вот этого, то есть унижения, оскорбления, вот, побоев таких вот. Гораздо чаще есть такое вот интересное выражение, сейчас в данный момент не нашел, у премудрого Соломона, что плохой отец, который жалеет свой жезл для своего сына, там так звучит. Но там дальше, после запятой, такая фраза звучит дальше. Интересно, очень важно, что на многих слово, и во многих случаях слово действует лучше, чем палка. То есть, опять же, призыв божественный в том, чтобы не спешить, так сказать, заниматься телесными наказаниями, вот, а в первую очередь пытаться словами. Но вопрос телесного наказания, опять же, мягкого, он также решен в духовной жизни, потому что это необходимая мера, но она должна всегда быть в семье по отношению к детям, особенно с глубоким чувством раскаяния. То есть когда вот уже совсем нет никаких других способов, вот, и то есть слова не действуют, но по факту мы все родители и прекрасно это знаем, что очень часто в 9 из 10 случаев именно приложить прутик или ремешок к ребенку бывает и не нужно, достаточно просто об этом сказать или даже взять в руки. Это факт. То есть ребенок видит сейчас все. То есть, поэтому действительно вот этот момент очень важен. А здесь именно важная мысль, самое главное в том, чтобы повод, то есть ребенок не слушается, и взрослый возгорается яростью вот этой злобой, вот этим вот негодованием, и эмоции начинают владеть рассудком, и может человек сделать много зла. Поэтому верующие люди в подобных ситуациях всегда в первую очередь стараются помнить о Боге, всегда молиться. Вот, и прежде чем что-то сделать, то есть нужно много-много помолиться мысленно, подумать хорошо, чтобы вот руки не опережали, так сказать, желание, то есть необходимость вот эту вот. То есть, потому что эмоции, эмоциональный взрыв, который есть в каждом из нас, вот атеисты считают, что это объективная реакция на окружающий мир, а верующие люди, мы знаем, что не только наше естество, поврежденное Адамово естество падшее, может рождать греховные замыслы, но еще и искушение от нечистых духов. Нужно быть готовым к этому, просто быть внимательным, жить внутри себя в молитве постоянно пред Богом, и тогда в тех семьях, которые стараются жить таким путем, вот в молитве
пребывать, вот такого вот уже семейного насилия, чтобы дети вот не чувствовали любви к себе. Потому что, например, я был маленький, меня очень редко прутиком или ремешком очень мало было, но я знал всю свою жизнь, что это в детстве всегда будет, если я буду, так сказать, стараться в этом направлении. Но я никогда не сомневался, что мои папа и мама меня любят. Это очень важно. То есть все равно, что вот это, чтобы ребенок ни в коем случае, даже когда он наказание получает такое в меру, чтобы он ощущал, что его любят, а не унижают, растаптывают. Это очень важно. Вот. Ну, наверное, действительно самая важная часть. Но, коллеги, кто хотел бы еще поделиться, да, своими соображениями, наблюдениями по данной тематике? Ну, у нас вот как раз присоединился Джунус Мурза. Вы здесь, да, у нас? Да, я здесь, прошу прощения, я временами отсутствовал. Ну, понятно, что это да, госслужба. Да. Да, тем не менее, вы не могли поделиться рассказать нам о том, чем занимается Госкомиссия по делам религии в этом направлении, да, предотвращении или профилактики семейного насилия, и какая работа ведется в этом направлении среди религиозных организаций. Спасибо большое, Шарадил. В полномочном органе нету такого конкретного направления, чтобы заниматься именно с аудиторией, которая затрагивает насилие над детьми, но мы в рамках государственных программ, то же самое, что концепция государственной политики религиозной, там есть пункты, где затрагивает вопросы семейного насилия, где включены и вопросы насилия над детьми. И мы проводим среди религиозных организаций, мы в качестве как плавные работы по всему региону, информационно-растительные мероприятия совместно, когда вот, совместно с вопросом насилия и с акцентом на то, чтобы религиозные организации давали больше информации по поводу того, что насилие над детьми – это уже, несмотря на вероубеждение, это уже уголовная ответственность. И когда вот обращаются к нам граждане по поводу того, что, к примеру, в религиозной семье идет насилие, мы всегда говорим, чтобы такие факты не скрывали и обращались к определенным полномочным органам по поводу этой ситуации. И в целом мы ведем такие информационно-растительные мероприятия, и когда мы выявляем такие факты, и, конечно же, мы со стороны Госкомиссии по делам религии можем написать в то же самое МВД и в Министерство социального труда, в том, чтобы они применяли какие-то меры. И также Госкомиссия привлечен к каким-то государственным программам, которые ведутся со стороны Министерства труда и социального развития. Ну, вот буквально мы как бы обсуждали по поводу национального плана действий по развитию гендерного равенства, и там тоже немножко затронули тему семейного насилия, включительно также над детьми. И там тоже были отделены какие-то пункты для Госкомиссии, что мы должны все-таки проводить среди религиозных организаций и среди религиозного общества информационно-разъяснительные мероприятия по того, что это уже ведут к достаточно серьезным мерам наказания. Ясно. Спасибо большое. Ну, мы теперь понимаем, что, в принципе, вот основные, получается, инструменты, которые у нас есть, это в первую очередь, конечно же, просветительство, да, среди граждан, среди верующих. Вот Заидов Респект поднимает руку. Давайте Респект. Да, добрый день, коллеги. Я очень рад, что эта тема коснулся сегодня, действительно поднялся, да. В наше общение или в Кыргыз-Альянсе, или в церкви, Евангельской лютеранской церкви, мы тоже занимаемся просветительством. И как уже отец Алексей сказал, что Слово Божие говорит, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, да, но воспитывайте. Именно ударение ставим в семейном служении, чтобы было воспитание в личном примером, что богобоязненный человек, он показывает своим личным примером. Второе – это влияние. Иногда мы путаем властью, да? Всегда мы хотим властвовать, и эта власть приводит нас к насилию в семье. И поэтому мы говорим, чтобы иметь влияние.
Власть, она мы можем, когда уже ребенок уже подрастает, мы уже теряем этого власти уже. А влияние, это остается на всю жизнь. Поэтому ударение больше и больше ставим на эту тему тоже. И третье – это тренировка. Действительно, с детства научить тренировать человека. Потом еще мы среди детей тоже проводим такую профилактику насилия и половой неприкосновенности. Да? Мы это приводим, чтобы детям, чтобы интересно было, мы рассказываем им сказку. Например, что жил-был там Мишка там маленький, а у них в семье был такой друг семьи, однажды приходит волк, да, и волк начинает там пригладивать или что-то целовать, обнимать, и однажды сделал плохо над Мишкой, да, и сказал, что никому не рассказывай. Если ты расскажешь маме, тогда я съем твою маму. И так далее. Таким пугает, да, и подарки ему одаривает, каждый раз делает, да. При этом мы рассказываем, вот что сделал Мишка, ему больно было. Дети говорят, да, больно. А почему он не рассказывает? Потому что боится. И мы именно призываем детей, чтобы рассказали. Сказали, когда им больно делает кто-то, родителям, учителям, педагогам, воспитателям или даже в церкви. Приходит своим преподавателям, говорит об этом, да. И именно мотивируем, чтобы они рассказали открыто, чтобы именно сексуальное насилие, чтобы она закрытым не оставалось где-то. И поэтому тоже мы и ведем такую профилактику, не только в церкви. Я больше работаю с детьми ДЦП и с родителями тоже, и в обществе тоже об этом мы говорим, да. Потому что насилие исходит, во-первых, это из семьи. Поэтому профилактика должна быть в семье больше и больше. Ребенок не убежит в этой семье, да. И поэтому это очень важно тоже. Слово Божие, с другой стороны, тоже приглашает или призывает, кто жалеет розги свои, тот ненавидит сына. Это не означает, чтобы всегда бить, да. Есть и возраст, но больше и больше просто внушать или воспитывать словами. Она больше помогает, не только там кнут и так далее. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я просто здесь как раз вспомнил одного классика, который говорил о том, что родители для своих детей это вся вселенная. Да? Дети, они же не знают больше ничего. И действительно, семья это есть семья. И, наверное, нам нужно всем терпение. Я так понимаю, все преступления, которые совершают, это от вспыльчивости, от эмоций, да, когда преобладают какие-то негативные эмоции. И в этой связи, наверное, нам остается работать и пожелать всем в направлении привития вот этого терпения и понимания, более терпеливого отношения друг к другу. Да, и учитывая то, что скоро у мусульман будет пост, как раз-таки это, наверное, возможность уже всем нам напомнить друг другу о том, что есть такая вот эта важная черта, да, терпение, терпеливое отношение друг к другу. Ну, у нас вот буквально время выходит, я вот не знаю, как долго еще продлится конференция, да, потому что иногда она выключается, но вот Респект просит еще одно слово. Да, да и просто дополнение, чтобы то, что вы сказали, Ширад Мирза, да, иногда в гневе мы наказываемся, она переходит к насилию. А Слово Божие говорит, не согрешайтесь во гневе, да, чтобы это очень важно, потому что тот пример, который вы приводили в Москве, это тоже было во гневе уже. В моей жизни тоже бывает. У меня 4 детей тоже. Иногда бывает и наказание тоже бывает, да. Но перед тем наказать я успокаиваюсь. Гнев – это красный свет уже. Я молюсь в это время, ребенка оставляю, подумаю и ухожу в свою комнату, успокаиваюсь, а потом прихожу, разговариваю с ним. Спасибо. Это было дополнение. Это хорошее дополнение, потому что, в принципе, один из психологических приемов как раз заключается, да, прежде чем, если человек в гневе, не предпринимать никаких действий, а досчитать до 40, да, с тем, чтобы успокоиться как-то. Вот. Я думаю, такие тактики, техники существуют. Наверное, нам надо чаще об этом напоминать нашим согражданам. Да? В Кыргызстане, наверное, до 1000 можно посчитать. Поздно доходит, да? Вот. Ну, я думаю, такая ситуация действительно в разных странах. Вот наши коллеги и Фатима, и Айгерим говорили о том, что Кыргызстан не исключение, к сожалению, да, что подобные деяния происходят и в других странах. Вот. Шарадил, можно дополнить чуть-чуть? Успокаиваться, да? Да, хорошо, давайте. И на этом, наверное, мы закончим, да?
Да, здравствуйте. Я Светлана Лаптева, я вот журналист, и просто хотела дополнить, что недавно было проведено исследование по боевикам, которые были в зоне боевых действий, и с ними разговаривали психологи, исследовали, почему они туда попали. Вот одна из главных причин, получается, это те дети, которые когда-то перенесли насилие или стали свидетелями какого-то насилия, и в семье в том числе. Вот, и поэтому, когда психологи говорили, почему, спрашивали, то есть анализ проводили, почему именно эти люди попали в зоны боевых действий, почему они туда поехали, оказывается, они реагируют именно на вот эти страшные картинки, которые попадают потом как бы в интернет, да, и они пытаются защитить себя маленьких, да, то есть, ну, по сути, они там как бы отождествляют себя там мусульманин, не мусульманин, я еду защищать женщин, мусульманок, которых унижают там, да, убивают и так далее. А по сути, когда разбирается вот этот кейс, оказывается, что на самом деле этот ребенок еще маленьким перенес как бы вот такую психологическую травму. Вот, поэтому это очень важно, что в детстве происходит. Вот, и мне кажется, что мы в обществе вообще очень хороший разговор, вот то, что именно про воспитание, про педагогику. Мы же в стране вообще не говорим, да? Ну вот на самом деле, кто из нас знает хотя бы одного известного педагога в Кыргызстане? Ведь по сути их нет, да? То есть, может быть, кто-то и есть, а где они? Мне кажется, нужно как-то вот искать таких людей, может быть, надо их вытаскивать, и вот нам, как журналистам, и всему обществу. Вот, так что спасибо за инициативу такого разговора. Спасибо. Ну что ж, это прозвучало практически как подведение итогов. Да? Спасибо организаторам, спасибо International Alert. И до новых встреч. У нас еще в апреле предстоит еще 3 вебинара. Пожалуйста, обращайтесь, какие темы вас интересуют. И это можно писать на адрес АПИРИ. Вот, и я думаю, мы приложим все силы, чтобы опять-таки провести подобные обсуждения. АПИРИ, вам слово. Да, я буду кратко. Спасибо большое за ваше участие и за то, что вы смогли выразить свое мнение касательно этой важной темы. И, как уже Шардиловая, вы уже сказали, мы будем проводить еще 3 вебинара, и очень просим, чтобы вы делились актуальными темами, которые интересуют вас, которые очень важны в рамках нашего проекта также, да, в борьбе с ковидом. И они будут учитываться, потому что не хотелось бы, чтобы вебинар был только лишь для того, чтобы как бы поставить галочку, но иметь важное сообщение для нашей аудитории, вообще для молодежи и так далее. Поэтому будем рады вашим предложениям. Да, Спасибо большое за ваше участие. Я здесь еще дополню. Помните, вот первые вебинары всегда говорили о том, что итоги вебинаров, они не только для дискуссий между нами. Итоги будут собираться, перекладываться на бумагу и в виде предложений, рекомендаций будут направляться правительству Кыргызской Республики, да, и тем организациям, которые будут или вовлечены, или занимаются этой тематикой. Да. Здесь вопрос не в том, чтобы поговорили и забыли. Да. Те предложения, которые прозвучали от представителей религиозных организаций, безусловно, будут дальше обрабатываться. И вот в этой связи, коллеги, просьба, если тоже есть какие-то предложения, какие-то проблемные вопросы, которые необходимо донести до сведения членов правительства, вот, пожалуйста, тоже не стесняйтесь, присылайте нашим коллегам с International Alert. Вот. И на этой ноте позвольте завершить сегодняшнее мероприятие. Всем хорошего дня и до новых встреч. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо большое. До свидания, спасибо большое всем. Спасибо большое. До свидания.